national anthem of Serbia. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Сербию, Старопазово. Ну и мы с вами будем смотреть матч отбора. Да, вот вторая игра для подопечных Владимира Шиндикова. Отбор на чемпионат Европы, сезон 23-24. Группа А5. Ну и, соответственно, вот сегодня с хозяевами этого мини-турнира встречаемся. Сборной Сербии. Сыграли они предыдущий матч в ничью. Наша команда уступила, тем самым своего главного тренера разочаровали. Да, вот именно тем, как это поражение случилось. Но это давайте мы сначала отложим. Ну а сейчас познакомимся с действующими лицами. По традиции начнем с гостей. Это сборная Беларуси сегодня в мятной форме. Ну и следующая заявка. Есть здесь перестановки. Елизавета Конок, номер 22. Представляет она Витебск. Сегодня в воротах место занимает. Валерия Имховик, 3-й номер, представляет команду АБФФ. Алина Черленок, номер 4, представляет Динамо. Анна Бысик, Албергарию представляет из Португалии под 5-м номером. Лада Пашковская, 6-я из Минска. Дарья Горшкова, 9-й номер из Динамо. Сегодня она в основе появляется. Анна Синявская, 10-й номер, также Динамо. Калиновская Рената под 14-м, также Динамо представляет. Елизавета Искарева под 16-м. Анастасия Магер, 18-й номер, также Динамо. И Лия Тихомирова сегодня под номером 23 и с капитанской повязкой. Вот такой вот состав от Владимира Шиндикова. Расстановка 5-3-2. Обязательно к этому мы еще вернемся. Ну и, соответственно, Сербия в красной форме. Всего одна перестановка. Эмма Алексич, первый номер, голкипер. Представляет она Слогу. Милица Гакович, номер 2, Спартак. Милица Шарич, номер 3, также представляет Спартак. Мина Матиевич, номер 5. Милиция Стоич, номер 6, также из Слоги. Сара Стокич из Воеводины, 7 номер. Нина Матенич под номером 9, капитан команды. Александра Ильич из Цервены Звезды, как и капитан. Мина Чингелич из Родничков, 16 номер. Ирена Майстрович, Воеводина. И Нада Увалин под 21 номером из Спартака. Мы видим то, что белорусские этот мяч разыгрывают. Ну и, в принципе, начинается игра. Сербия по схеме 4-3-3 будет играть. Ну и Лидия Стоиканович тренирует эту команду. Ну и давайте еще с несколькими действующими лицами здесь познакомимся. Конечно же, речь о судейской бригаде. Сегодня она интернациональная. Но вот главный судья из Польши — это Михалина Дьяков. Александра Мостовская, первый помощник. Второй помощник из Испании Росио Пуэнте Пина. Четвертый арбитр также из Испании Айнара Сацеведа. И
делегат матча из Казахстана. Это Аян Алжанов. Ну и Павел Курилович для вас будет комментировать данный матч. Пока белорусские пытаются этот мяч контролировать, но вот сама расстановка, наверное, предполагает более такой оборонительный вариант. Ну, как я уже говорил, схема не поменялась. Поменялось наполнение этой схемы. Прошлый матч Алиса Мацкевич начинала в основе, да, вот она под 12-м номером сегодня первая на скамейке запасных, и была она также с капитанской повязкой. Но вот, к сожалению, матч против Бельгии он прошел неудачно, и особенно болезненный, наверное, второй и третий мяч. Первый получились со стандарта, второй явный привоз от Анны Бысик. Да, вот не точно она сделала передачу, чем соперницы и воспользовались. Ну и вот после этого еще был очень неприятный эпизод, когда как раз-таки Мацкевич мяч не выбил, но там не самую лучшую передачу на нее сделала защитница. Но тем временем сборная Сербии ближним для нас флангом пытается атаковать, да, вот через лево Шарич отправляется этот самый аут бросать. Ну и, как я говорил, Сербия сыграли 2-2. Соответственно, с Словакией поделили они очки, только 1 балл набрали. Бельгия сегодня как раз-таки Словакию обыграли, сделали это уверенно, со счетом 2-0. Ну и сам этот расклад, да, особенно с учетом того, что по одному матчу всего лишь команды играют друг с другом, сам этот расклад предполагает, что, конечно, сборной Беларуси на первую строчку уже тяжело будет претендовать, потому что бельгийки максимум очков набирают в своих матчах, ну и остается у них игра как раз-таки против сборной Сербии. Но вот как раз-таки у сербок еще есть все шансы для того, чтобы группу возглавить. Однако я бы не слишком сильно увлекался здесь раскладами, да, и давайте все-таки болеть и смотреть, какой же сегодня футбол покажут подопечные Владимира Шиндикова. Как он уже говорил, что поражение в первую очередь самим себе. Ну и вот сегодня хотелось бы посмотреть, да, на нашу сборную, которая не выглядит такой испуганной и такой робкой. И тем более здесь есть опасный эпизод, но вот совершенно не получается удар. Наша сборная сегодня в мятных цветах, да, поэтому, возможно, не так сильно выделяются номера, но тем не менее наблюдаем сейчас, что выдергивается Червенок из линии. Тихомирова пытается центр поля перекрытия. Какая здесь хорошая передача на фланг. Это Стокич. Стокич простреливает, но там никого нет. Наши тоже не паникуют, не выбивают этот мяч. И спокойно стараются в пас выходить из защиты. Однако вот немного ошибается Имховик. Само собой, очень многие футболистки, которые вот даже если не сейчас, то какое-то время назад выступали за АБФФ Ю-19. Ну, я думаю, если вы следите за женской лигой Беларуси, то вы знаете, что вот с таким названием команда выступает в турнирной таблице. Та же Алиса Мацкевич, которая переехала в Россию, да, и выступает за Рубин, она прошлый сезон провела именно в АБФФ, поэтому очень хорошо с Владимиром Шиндиковым знакома, но сегодня он предпочел дать шанс Елизавете Конор, которая также уже не первый год очень яркие сезоны проводит в Витебске. Ну, а вот у Сербии, да, вот когда составы я называл, я не перечисливал как раз-таки команды. Но здесь самое крупное представительство, конечно, Спартака. Спартака не московского, Спартак Субботица, также Слога, Воеводина и Цервена Звезда. Пока игра вот проходит, нельзя сказать, что под чью-то диктовку. Команды борются за инициативу, и что особенно радует, что наша сборная активничает перед чужими воротами. Вот сейчас зарабатывают очень перспективный стандарт. Ну и, возможно, получится создать хороший эпизод с этого самого стандарта. В матче с Бельгией прослеживалось, да, то, что много наши футболистки навешивают, и даже создавали они опасные эпизоды, но вот все-таки точности этим ударом не хватило, и в итоге уступили в сухую. Вот дождемся, когда этот стандарт будет исполнен. К сожалению, с этого расстояния не видно, кто же там у мяча. Удар во вратарский угол, ну и здесь Алексич, я думаю, наша футболистка смогла напугать. Удар получился неплохим, очень часто, да, вот подобные штрафные исполняют таким образом в надежде, что голкипер сделает лишний шаг в сторону дальнего угла, и тем самым получится его поймать на противоходе.
Но вот не тот случай, да и не хватило немножко точности этому удару. Тем временем перехват. Ну и вот Тихомирова старается атаку своей команды разогнать. Ее здесь накрывают. Вот, как я говорил, выступает она за «Динамо». И здесь снова попытка Стокич отправить прорыв. Ну вот она сегодня как раз-таки на левом фланге нападения выступает. В центре Матейнич, которая как раз-таки в прошлом матче забитым мячом отметилась. Ну и Увален также в прошлом матче забивала. Но пока самая активная именно семерка. Здесь попытка от Калиновской этот мяч пробросить мимо соперницы. Она сегодня составляет пару нападающих вместе с Синявской. В прошлом матче Сташкова играла в основе. Сташкова, кстати, также является легионеркой. Да, вот выступает она в Польше. Ну а здесь Клонок спокойно мяч в руке забирает. Пока вот никакого мандража в действиях наших футболисток не чувствуется. Ну и вот такой дальний вынос. Подбор выигрывает именно сборная Сербии, но вот так очень быстро этот мяч обратно возвращает. Ну и что здесь нужно еще сказать, особенно в контексте противостояния именно этих команд, что они уже встречались, причем встречались относительно недавно. В прошлом, правда, году, однако это было в октябре 24-го. Ну и это снова был отбор на чемпионат Европы, да, другое дело, что другой раунд это был. И там уступили наши со счетом 0-2. Ну, кстати, Увален тоже в том матче забивала. И Нина Матейнич также отличалась. Поэтому, я думаю, команды друг друга хорошо знают. Ну и в целом, конечно, Старопазово — это вот место проведения, да, вот этих матчей. И Бельгия здесь играет, ну и наши футболистки в этом самом месте успели побывать и номинальными хозяевами. Ну, вот сейчас в роли гостей выступают, но гостей уже полноценных, потому что, опять-таки, это сборная Сербии. Да, вот на их земле матч проходит. Тем временем неплохая диагональ. Находит здесь Шарич. Да, вот свободная позиция она располагалась. Сама схема, наверное, предполагает сегодня включение у футболисток Сербии в атаку, потому что у нас латерали на флангах, да, как раз-таки Пашковская, которая этот сезон начинает как основная футболистка топовейшей, да, команды нашего чемпионата. Имею в виду, конечно, футбольный клуб Минск, но вот противоположный край. Удар поворотом тем временем Конексон справляется, но вот противоположный край закрывает как раз-таки Валерия Имховик, и она выступает за АБФФ, то есть требования Шиндикова, я думаю, она знает на отлично. Короткий розыгрыш сейчас избирает наша сборная. Попытка прорваться через фланг. Здесь Имховик не пускают. Ну и вот сейчас на Искареву передача, и та уже ошибается. Небольшой рассинхрон произошел. Борьба за мяч на ближнем для нас фланге. Неплохо получается здесь защищаться. Показалось, что мяч действительно в руку попал, но арбитр никак не реагирует. Игра продолжается, ну и тем временем вот таким он финтом Ильич прорывается через центр, уходит сразу от двух соперниц. И здесь нет нарушения правил, хотя опять-таки показалось, что из-за спины атаковали наши футболисты. Это Искарева там пострадала, тем временем перевод на противоположный край, и Пашковская опережает соперницу, делает передачу, за которую, правда, нужно бороться. Ну и вот сейчас Сербия уже мяч прибрала к себе. Матиевич играет снова она на Шарич. Представительница Спартака делает передачу вперед на Стокич. Но вот Стокич не успевает к этому мячу. И снова мяч у нашей сборной, и снова попытка выбраться именно через короткие передачи. Да, вот прорыв через фланг, передачи в центр. Там пытались прихватить нашу центральную полузащитницу. Не получалось это сделать, но вот Калиновская
В итоге с мячом не встречается все равно, да, вот точности не хватило этому пасу. Возвращается здесь Бысик. Номинально она как опорная полузащитница обозначена. Вот сейчас располагалась, по сути, под нападающими. Снова это диагональ на 7-го номера. Конок парирует удар, офсайда нет. Очень опасный эпизод. Вот не первый раз, да, я обращал внимание, что Стокич так вот выводят. Ну и третья попытка получилась очень опасной. Конок. Играет она на край. Там сегодня Магер. Ну и в целом, как и в прошлой игре, да, несмотря на то, что вот появилась сегодня Горшкова, но центр защиты, да, вот три центральные защитницы представляют Динамо. Ну и в целом из Динамо, наверное, самый многочисленный здесь контингент. Гакович. Бросает она аут. Попыталась добросить этот самый мяч как можно дальше. Белорусские отбиваются. Ну и вот сейчас выдвигаются в прессинг. Удобно двум нашим нападающим давить на центральных защитниц. Алексич хорошую делает передачу. Ну и снова, да, вот основная угроза сборной Сербии именно через левый фланг. Пытается здесь Стокич один в один разобраться. Не получается у нее это сделать. Имховик сыграла очень здорово один в один. Майстрович делает передачу в центр на капитана и все-таки накрывает здесь Матейнич. Но делают это с нарушением правил. Из похожей точки у нас был штрафной, но вот сейчас у сборной Сербии будет шанс. Ну и, как я уже говорил, Бельгия сегодня побеждает, точнее победила уже в своем матче. Набрали они 6 очков из 6 возможных. 5 мячей забили, 0 пропустили. Такая достаточно у них консервативная схема. 4-4-2. Ну и очень сложно их будет с этой первой строчки выбить. У Словакии поражение и ничейный результат. Да, опять это в контексте в целом ситуации в группе. Ну, конечно, очень многое будет решаться и в этом матче для сборной Беларуси. Тем временем удар по воротам, и Конок здесь едва не ошибается. Я уже хотел говорить о том, что Стокич здесь не лучшим образом пробила, но вот Елизавета не смогла с первой попытки этот мяч зафиксировать. Прорывается здесь по флангу Увалин, да, вот оказалась она на противоположном краю, и тем временем есть опасный эпизод, обыгран наш вратарь и забивает Нина Матейнич. Наверное, от тебя ждать каких-то неприятностей, да, вот, тем более в хорошей она сейчас сборной находится в голевой форме. Ну и вот такая путаница. Увалин ушла на противоположный край. Получается, что позицию в центре заняла Стокич, а вот на дальнем фланге как раз-таки Матейнич была. И без всяких проблем она обыграла сначала голкипера. Да, вот Конок никто не смог подстраховать. И вот в таком издевательском стиле был этот мяч забит. Однако нашей сборной не стоит расстраиваться. Да, не самое приятное начало. Нельзя, наверное, сказать, что это все-таки быстрый гол. И нельзя сказать о том, что Сербия здесь доминирует в этом матче. Это далеко не так. Были, конечно, опасные эпизоды. Да, вот как раз-таки с участием Стокич. Ну и кажется, что есть определенная у нас именно на правом фланге защиты проблема. Опять-таки не потому, что Имховик индивидуально плохой матч проводит, пока это не так. Но вот, наверное, как раз-таки потому, что хозяева давят на этот край. Устраивают там и численный перевес иногда. Тем временем Черленок играет на голкипера. Та меняет вектор развития атаки. И сейчас пойдет длинная передача вперед. Она не проходит. Перехват, да, вот от центра полузащиты Сербии. И будет аут.
Ну, вот если сравнивать эту игру против матча с Бельгией, то там первый мяч был пропущен на 19-й минуте. Отличилась Адеми как раз-таки с углового. Ну, вот потом пошли ошибки, очень обидные. Ну и, кстати, Рейдерс, которая забила второй мяч, она сегодня отличилась и в игре против Словакии. Первый мяч забила. И тем временем снова Стокич, представительница Воеводины, очень хорошо себя чувствует. Регулярно нашим воротам угрожает. Вот сейчас перевесила защитницу в воздухе, но не получился удар. Ну, наша сборная, в принципе, как и в матче с Бельгией, старается атаковать именно через фланги. Это хорошо заметно. Да, у нас мощный кулак в центре поля, 3 полузащитницы. Численно не уступаем сборной Сербии, но предпочитаем именно краями играть. Сейчас не проходит эта передача на Имховик. Наверное, понимает это и сборная Сербии. И вот подопечные как раз-таки Лидии Стойканович стараются давить и перекрывать направление мяча именно на фланге. Конок. Нельзя, конечно, с мячом заигрываться, иначе можно такую же примерно ошибку совершить, которую сделала Алиса Мацкевич. Но вот, возможно, эти перестановки вратарские, наоборот, подстегнут здесь и Алису, и Елизавету для того, чтобы показывать вот эту лучшую игру, да, чтобы сражаться за первого номера сборной. Ну и в целом на этот турнир в заявке был еще и третий вратарь, которая в итоге не попадает вот в заявку и на этот матч, и на прошлый. Про Марьяну Брилеву я здесь говорю. Ну и тем временем Стокич снова угрожает на фланге, делает передачу низу на этот раз. Ну и здесь перехват. Черлинок этот мяч перехватила. Передача на Калиновскую. И Калиновская пытается здесь Синявскую вывести к чужим воротам. Но на опережение там играет и Стоич. Ну и Алексич выходит тоже вовремя. Но ничего удивительного, да. И Мильца Стоич, и Алексич одну команду представляют. Имею в виду, конечно же, Слогу. Тем временем свисток. Остановка в этом матче. Очень быстро у Сербии получилось провести даже такую контратаку. Ну и вот там случилось столкновение. На газоне футболист. Не вижу, к сожалению, кто именно это. Возможно, как раз-таки надо Увалин. И появляется здесь бригада врачей. Ну и вот такая пауза. Да, опять-таки не можем мы похвастаться большим количеством опасных эпизодов. Да, вот особенно у ворот соперниц. Сербия уже забила. Ну и, само собой, возможно, вот этот план по сдерживанию, хотя, опять-таки, схема в 5 защитников не обязательно. Это защитная расстановка, да, можно, по сути, в 3 защитницы играть, и очень высоко фланги могут располагаться. Но вот все равно не кажется, что игра по нашему плану идет. Ну и да, самые большие изменения у нас именно в центре. А также и поля есть. Вот сегодня Тихомирова за опорную зону отвечает. Бысик действует выше. В предыдущем матче было скорее наоборот. Ну и вот Алина Хрощак не появилась, да, вот в основе осталась сегодня на скамейке запасных. Тем временем мяч уже в игре. Так, ну и вот такая передача назад. Терпеливого розыгрыша здесь не получается. Мяч в ауте. Имховик.
Делает передачу на Магер. Хороший треугольник, но здесь еще очень долго, да, прорываться к чужим воротам. Выдергивается как раз-таки Шарич, перехватывает этот мяч. И, по-моему, сейчас все-таки он в игре не остается, да, выпускает его за пределы. Ну и вот, похоже, немножко здесь накладываются планы главкомов и одной, и другой команды друг на друга, имея в виду, что основные действия действительно вот на ближнем краю происходят. Дальний край больше для завершения. Туда пытаются делать передачи, а вот продвигаться именно наша сборная правым флангом, ну и, соответственно, Сербия через левый. Сейчас передача в центр. Снова задействует капитана Матейнич. Здорово разворачивается, идет вперед девятка, проталкивает мяч вперед, и в итоге никак на это падение здесь не реагирует арбитр этого матча. Тихомирова идет через центр, и здесь буквально наседает на нее Чингелич. Ну, в итоге перехватила. И снова перевод, и снова здесь подключает Стокич. Стокич смещается в центр. Стокич, мяч под ее контролем. Ну и вот сейчас все-таки численное преимущество белорусок играет на руку. Удар издали. Ну, удар совершенно не точно. Тем временем команды уже практически половину времени первого тайма сыграли. Счет по-прежнему 1-0. Ну и я напоминаю, что автор забитого мяча Нина Матейнич. Выступает она за Цервену Звезду, капитан сборной. Передача низом. Ну и в итоге неточный оказывается пас Магер. Как раз таки на Имховик. Передача вперед. Тихомирова пытается подстраховать своих защитниц. Ну и снова прорыв от 7-го номера. Не бьет она поворотом. Простреливает. Сквозняком мяч пролетает через всю штрафную. Еще один навес. Но здесь Конок без всяких альтернатив мяч забирает в руки. Не спешит Елизавета. Дождается, пока команда поднимется повыше. Ну и вот сейчас, похоже, готовит длинную передачу. Да, так и есть. Калиновская проигрывает здесь верховое единоборство. Однако подбор за нашими. Ильич играет в подкате. Опередила она Бысик. И все-таки этот подкат Михалина Дьяков посчитала неправильным. И это будет даже не аут, будет штрафной. Достаточно перспективная точка. Черленок у мяча. Подает она примерно на линию вратарской, но здесь Алексич. По высокой дуге мяч летел, голкипер выходит. Сложно было здесь с Эмой бороться. Ну и вот так разыгрывает коротко со своими защитницами. Наши футболистки тем временем опускаются пониже, по крайней мере, нападающие. А вот Тихомирова, наоборот, выдвигается в прессинг. Интересно, это импровизация здесь от капитана или же все-таки план Владимира Шинтикова? Да, все-таки интересный очень такой маневр. Шарич прорывается по флангу. Здесь дуэль двух троек. Подача. Промахивается по мячу наша футболистка и прощает здесь Матейнич. Внешней стороной стопы пробивала, наверное, сама не ожидала, что все-таки до нее этот мяч дойдет, но потом включилась в эпизод. Вот после того, как начали мы в счете уступать, чувствуется и здесь небольшая такая паника в действиях, да, по крайней мере, легкий мандраж. Передача на край. Пашковская ошибается с передачей, ну и в итоге Сербия себе мяч возвращает. Алексич делает передачу через центр, оказывается неточный. Тихомирова играет на Пашковскую, не проходит эта передача. Ну и здесь нужно кому-то играть на выходе, и снова капитан Сербии выскакивает 1 на 1, и это пенальти.
Нарушает Елизавета Конак правила. В принципе, шансов у нее здесь было уже немного. Да, вот в похожей манере Матенич снова обыгрывала нашего голкипера. Но вот Елизавета попыталась все-таки в мяч сыграть. У нее не получилось это сделать. И, похоже, даже получает она повреждение. Показывает ей желтую карточку. Она не спорит. Ну и да, благо, уже достаточно давно нет двойных наказаний. Не будет удален наш голкипер. Ну а Нина Матенич может оформить дубль. Однако у Конак есть возможность не то чтобы реабилитироваться, да, все-таки это не только ее ошибка, провалилась там и защита, но все-таки может попробовать свою команду выручить. Михалина Дьяков здесь максимально педантично следит за тем, чтобы никто внутри штрафной не находился. Дает свисток. Разбег от капитана Сербии. И разводит она по углам здесь Конак и мяч. Нина Матенич. 2-0. На 27-й минуте. Ну вот пока складывается... впечатление, что видим мы с вами ремейк предыдущего матча. А затем лишь исключением, что второй мяч это не обрезка. Высоковато выстроилась защитная линия. Конак не пошла на подстраховку. Да, вот не была она готова действовать в стиле последнего защитника. Здесь перевод на Имховик. Ну и шансов, конечно, у третьего номера до этого мяча добраться было 0. Калиновская нет. Здесь ее опередила Матиевич. Ну и да, вот несмотря на то, что в центре защиты в Сербии и в центре нашего нападения здесь, по сути, дуэли 1 в 1 регулярно, но как никаких пока преимуществ мы не имеем в этом. Сербские защитницы уверенно действуют, возможно, по той причине, потому что не так уж часто мы мячом владеем, не так уж часто без быстрых атак доводим до чужих ворот. Ну и там достается футболистке нашей сборной. Жестковатый подкат. Ну и появляется уже бригада врачей, но для противоположной команды. У нас практически полчаса матча сыграли. Ну и, наверное, можно поговорить уже и о скамейке запасных. У сборной Беларуси это Алиса Мацкевич, Ангелина Гирос, Яна Сташкова, Анна Пуцикова, Алина Хорощак, Александра Тарадуда, Александра Самойлова, Дарья Карабанько и Ксения Яцинович. У сборной Сербии это Ангела Паевич, Аня Медич, Александра Гайнич, Ювана Дукич, Милица Малкович, Дурдина Милославлевич, Моня Йокшич, Милица Бабич и Андела Миланович. Ну и сами решайте, нужны ли здесь замены. Ну и в итоге готова наша сборная уже этот мяч разыграть. Черленок. Ну и, конечно, Пуцикович. Да, вот неправильно я здесь сказал. Передача через центр. Перекусывает этот пас Черленок. Делает передачу вперед.
Ну и вот может получиться здесь атака. Правда, небольшими силами атакуем. Буквально в 3 футболистки. Еще 2 идут вторым темпом. Ну и в итоге сборная Сербии закономерно отбивается. Еще одна остановка. Здесь Бысик приносит извинения. Здорово то, что Анна перебралась в Португалию. Напоминаю, что за Албергарию она выступает. Да, и вот, кажется, совсем недавно играла в том числе и за Минск. Но вот пока у нее, как и в целом у нашей сборной, этот розыгрыш не получается. Да, вот в первом матче результативно она ошиблась. Ну и вот сейчас не лишил ее места в основе Владимир Шиндиков, но поставил повыше. Да, вот и Тихомирова теперь в роли опорницы. Еще одно повреждение, очень много столкновений, но здесь Матейнич идет одна без поддержки. Сейчас подключается хорошо нам известная 7-й номер. Да, вот как раз таки Сара Стокич. Конок мяч цепляет, но счет становится уже 3-0. И здесь можно надеяться только на положение вне игры. Однако мяч, похоже, будет засчитан. К 33-й минуте в 3 мяча мы уже уступаем. Конечно, пока самая яркая футболистка здесь Нина Матейнич, которая забила 2 мяча, ну и сейчас сделала на Стокич голевую. Ну а Сара так часто угрожала нашим воротам, что тоже закономерно забивает свой мяч. Придется начинать с самого начала. Но здесь, посмотрите, еще вдобавок и повреждения. Ко всем неприятностям Елизавета Искарева пострадала. Ну и судя по тому, как пределы площадки она покидала, возможно, это будет замена. Тем временем пас вперед. Ну, здесь Стоич без всяких проблем этот мяч выбивает. Не стала она ничего сочинять. Будет аут. Это Гакович. Она, как и Пашковская, да, все-таки не так уж часто играет в атаке. Хотя вот третий наш пропущенный мяч как раз-таки с другого фланга уже пришел. Еще один перевод. И здесь Увалин прорывается к воротам. Ну и вот похоже, что наша сборная все-таки отбивается. Прекрасной позиции 21 номер находился. Ну вот, конечно, было бы интересно узнать, почему она, например, поворотом не пробила в конечном итоге. И снова Увалин с мячом. Пыталась пробить в ближний угол. Имховик блокирует этот удар. Угловой для сборной Сербии. Сербки не собираются темп сбавлять. Естественно, чувствуют себя очень хорошо. Играют на своем поле. Ну и вся практически команда сборной Сербии располагается сейчас вот на линии штрафной. Да, будут наверняка врываться. Сложно их таким образом опекать. Ну и наша команда здесь численное преимущество, конечно же, имеет у своих ворот. И тем не менее пробивают здесь головой. И забивают 4-й мяч футболистки сборной Сербии. Да, вот в этой толпе не разобрать номер. Да, вот сейчас попробуем разглядеть футболист. Мне показалось, что это все-таки Нада Увалин была. Ну и, честно признаюсь, я не ожидал. Да, конечно, сборная Сербии серьезная команда, особенно учитывая предыдущие встречи. Но, тем не менее, именно главным соперником казалась Бельгия. Бельгии уступили со счетом 3-0. Здесь уже 4 пропущенных, причем все еще в первом тайме. Еще 10 минут, я думаю, минимум играть. Да, есть время, конечно, и отыграться, но вот пока кажется, что наша сборная такая же обескураженная, как и в предыдущем матче.
Черленок. Ошибается с пасом. Бысик пытается подстраховать, но и в итоге аут в пользу нашей сборной. Имховик бросает вперед. Магер. Нет, все-таки Магер в центр ушла. Да, вот есть у нас перестановки в защите. Черленок теперь правую центральную защитницу исполняет. Ну, да, возможно, стоит что-то поменять. Нужно как-то сдерживать в первую очередь здесь Токич. Ну и, кстати, обращаем внимание, что и сборная Сербии перестроилась. Теперь Увалин располагается на ближнем для нас фланге. Заброс вперед. Матенич подает, и все-таки воздух выигрывает Имховик. Атака Сербии продолжается. Да, вот сейчас она уже позиционный характер носит. Здесь двойная подстраховка. Анна Бысик помогает в защите, и в итоге отбиваются. Ну и кроме того, здесь Увалин не выдерживает, да, нарушает еще правила. Тактический фол. Ну и быстрой контратаки уже само собой не будет. Конок. Черленок. Имховик. Поменяли здесь позициями. Правая защитница в центр ушла. Из опорной зоны здесь Тихомирова открывалась. Да, вот пытались как раз-таки таким образом сербок запутать. Ну и сами ошибаемся в простой очень ситуации. Неточный пас. Шарич. Снова мяч у третьего номера. Здесь она оказывается в окружении, но вот никак до конца у нее мяч не получается забрать. И передача идет в центр. Как раз таки на Матейнич. Ну да, к сожалению, вот сегодня есть такие моменты. Напоминаю, что расклад сейчас в группе следующий. Да, вот наша сборная на последней строчке располагается. У нас тем временем, да, вот атака Сербии все-таки продолжается. И в офсайде оказывается Шарич. Ну и как же здорово Матейнич играет в подыгрыше. Да, вот не часто, кажется, 9-й номер с мячом встречается. Да, и действует, в принципе, как классическая девятка. Но стоит ей этот мяч получить, сразу же на флангах открывается футболистка. Ну и 9-й номер очень здорово их видит. В режиме лайв расклад следующий. 6 очков у Бельгии, 4 у Сербии, у Словакии 1 балл. Ну и у нашей сборной пока 0 набранных. Ну и, само собой, 4 мяча будет сложно отыграть. Что-то на грани фантастики. Конечно, не сдаемся, продолжаем верить. В нашу сборную времени все-таки предостаточно, но вот потому как мяч складывается, конечно, пока повода для оптимизма большого не видим. Здесь передача вперед, там столкновение случилось, благо в этот раз без пенальти. Конок мяч в руки забирает, играет низом на защитницу. Здесь уже на ровном месте падение. И вот как раз-таки Магер пытается через центр прорваться. Передача вперед, Тихомирова. Ну и вот одна из немногих атак через центр. И здорово на опережение Матиевич играет. Увалин. Идет она в центр. Увалин не встречает пока сопротивления. Но посмотрите, как легко 21 номер прорывается. Здесь есть еще поддержка, да, из центра полузащиты. Включается Александра Ильич. И в итоге штрафной все-таки. Увалин заработала его. Ну, посмотрим, кто будет исполнять данный стандарт.
А у мяча центральная защитница Милица Стоич. Я уже говорил, что она представляет Слогу. Ну и Увалин у мяча. Правая и левая нога, соответственно. И в итоге это подача. И здесь получается этот мяч смахнуть. В аут. У нас уже к концу идет первый тайм. Ну и я думаю, сейчас то, что нужно сборной Беларуси, это как раз-таки разговор с Владимиром Шиндиковым. Возможно, получится у него сборную взбодрить. Да, здесь, наверное, уже в этом матче не стоит говорить про какие-то цели. И тем временем забивает третий для себя мяч Нина Матейнич. Делает это в касание. Классный заброс на девятку. Очень много свободного пространства. Ну и, конечно, как же сегодня Нина играет. Да, вот Елизавета Конок буквально не дернулась в ближний угол, низом, в касание. Ну и пока настоящий кошмар. Само собой, главному тренеру здесь виднее, да, вот касаемо расстановки. Ну вот, несмотря на то, что, как я говорил, в центре поля по количеству футболистов у нас равенство, но вот такое ощущение, что сербок больше и в нападении, и в защите, и в полузащите. Наверное, не хватает мобильности нашей сборной. Пытаемся играть, да, вот передачи. Практически никто на себя не берет игру. Вот такая перепасовка, но оказывается неудачной. Снабжает здесь Матейнич мячом. Снова Нина прорывается по флангу. Передача в центр. Майстрович играет на Увалин. Увалин с мячом. Уходит здесь как раз-таки от Имховик. Простреливает. И мяч отправляется на угловой. 44-я минута. 5-0 счет. Три забитых мяча у Нины Матейнич. Один забитый мяч у Сары Стокич. Ну и вот один, судя по всему, у Нады Увалин. Да, вот с того самого углового. Когда казалось, что наших намного больше в собственной штрафной. В принципе, это неудивительно, но тем не менее это не помешало результативно пробить сербской полузащитнице. Ох, а это еще мог получиться сухой лист. В крестовину мяч попадает. Конок такого развития событий не ожидала. Но вот Мина Чингерич, которая представляет роднички, могла сейчас забить еще один красивый мяч для своей сборной. Алексич. Матиевич играет в центр поля. Попытались наши включиться в прессинг, да, но вот все-таки проваливается эта волна прессинга. Сербки прорываются. Ну и вот теперь Стокич, который действует на правом фланге, пробивает ближний угол. Конок на месте. Основное время матча тем временем истекает. Здесь снова короткий розыгрыш. Передача в центр. Пока без продвижения. Конок. Возможно, Елизавета сейчас сделает длинную передачу. Нет. Играет она на защитницу. Заброс вперед. Перехват от сборной Сербии. Мяч в центре. И здесь ошибаются. У Калиновской не получилось за этот мяч зацепиться. Тяжело нападающим сборной Беларуси. Да, вот весь матч без мяча.
Так, ну и тем временем снова кошмар нашей сборной. Имею в виду, конечно, здесь 9-го номера. И Конок мяч парирует. И на добивании в очередной раз Нина Матейнич. И это уже покер. 4 забитых мяча для 9-го номера. 6-0. Обращаем внимание, что появилась у нас на площадке, да, вот, к сожалению, сама эта замена не попала в кадр, но Алина Хорощак. Располагается она поближе к нападению. Ну и вот 3 центральных защитника совершенно не помогают здесь Матейнич сдержать. Открывается она вот между полузащитой, между защитой, находит там пространство. Ну и кроме того, голевое чутье, конечно. Этот мяч оказалось прямо в том месте, куда Елизавета Конок этот мяч отбила. Заброс вперед. Ну, нужна здесь атака, нужен хотя бы один забитый мяч, да, чтобы хоть немного придать уверенность. Пашковская низом здесь простреливает на второй темп, и здесь офсайд. Зажигают, не получилось здесь рассчитать этот отскок. Снова уже Матейнич была готова к воротам убегать, но выбегала она как раз-таки из офсайда. Ну, видим, да, что все-таки у нас уже и перестановка случилась. Там по эпизоду опускалась как раз-таки Тихомирова в защиту. Мы уже играем четверкой. Действительно, 5 центральных защитниц смысла не имеет. И случилось это еще, наверное, до 6-го пропущенного мяча. Тем временем передача на фланг. Бысик. Бысик идет в центр. Играет здесь на Хорощак. И готовит здесь Черленок подачу. Удар головой, удар неточный, но вот, тем не менее, опасный эпизод. Их было очень мало. Эму Алексич редко напрягаем. Но сборная Сербии, само собой, никуда спешить не будет. Счет такой, что, я думаю, вряд ли ожидали они от себя самих большего после первого тайма. Шарич играет на Увален. Сработал у нас прессинг. Калиновская идет в центр поля с мячом. Калиновская. Играет на Пашковскую. Та играет обратно. Черленок. Бысик. Бысик хороший делает заброс. Но, как всегда, плотно действует сборная Сербии. Заканчивается у нас первый тайм. По его итогам счет 6-0. Ну и ждем начала второго тайма и надеемся, что ситуация поменяется для нашей сборной.
И возвращаемся мы с вами в Старопазово. Сербия, Беларусь. 6-0 счет после первого тайма. Я думаю, никто подобного развития событий не ожидал. Я думаю, сама сборная Сербии сейчас находится в легком шоке. Ну, здесь остается надеяться, что потеряют они концентрацию. Ну и то, что Владимир Петрович здесь смог со своими подопечными продуктивно эти 15 минут провести. Была одна замена у сборной Беларуси, замена вынужденная на 33-й минуте, замена по позиции. Искарева поле покинула, появилась Хорощак, но вот к концу тайма уже сборная перестроилась на 4 защитниц. Черленок пошла играть выше, да, вот теперь и мы видим с вами также 4. Ну и в перерыве получилось посмотреть, да, оказывается, у нас Токич оформила дубль, именно она забила с углового, да, вот тот самый эпизод, который не получилось рассмотреть. Ну и, конечно, главная звезда этого матча Матенич, у которой 4 забитых мяча, 1 с пенальти, 3 с игры. Может она, конечно, улучшить свою статистику по ходу этого матча, но мы будем надеяться, что все-таки у нашей сборной получится несколько мячей престижа забить. Я думаю, о том, чтобы отыграться, речи быть не может. Ну и да, сейчас с учетом всех раскладов, все-таки уже мысленно нужно думать о игре со Словакией. Перед этим матчем, да, вот уже было под вопросом первая строчка после поражения от Бельгии, с учетом того, как здорово Бельгия на этом турнире выступает. Но вот после первого тайма с Сербией, наверное, на этот матч уже больших надежд не стоит возлагать. Тем временем мяч разыгран. Ну и сразу же там есть повреждения. Сербия бросается в атаку. Не обращают они на это внимания. Перехват мяча. Можно здесь, мне кажется, выбить все-таки в аут. Но в любом случае мяч пределы поля покидает. Ну и давайте еще раз по составам, да, пробежимся. Заявка Беларуси. Елизавета Конак сегодня в воротах, 22 номер. У нее есть желтая карточка. Да, вот заработала она пенальти для своей команды. Валерия Имховик 3. Алина Черленок номер 4. Анна Бысик 5. Лада Пашковская 6. Дарья Горшкова под номером 9. Анна Синявская 10 номер. Рената Калиновская 14. Елизавета Искарева под 16 номером. Играла, вместо нее появилась Алина Хорощак. 11 номер Анастасия Магер, 18 и Лия Тихомирова под 23 номером. Она сегодня с капитанской повязкой. У сборной Сербии следующая заявка. Эма Алексич в воротах. Милица Гакович номер 2. Милица Шарич 3. Мина Матиевич под номером 5. Милица Стоич под номером 6. Сара Стокич 7, автор дубля. Нина Матенич, капитан команды, с 4 забитыми мячами уже. Александра Ильич номер 10. Мина Чингелич 16. Ирена Майстрович под номером 18. И Нада Увалин под номером 21. Ну и тем временем Сербия разыгрывает мяч в центре поля. Пытается начать свою атаку. Ну и да, главный тренер Владимир Шиндиков у сборной Беларуси. Ну и Лидия Стойканович тренирует Сербию Ю-19. Ну и также напоминаю, что судейская бригада, которая, кстати, уже в этом матче принимала сложное решение, представлена Михалиной Дьяковой из Польши, первый помощник Александра Мостовска, ну а вторая помощница из Испании Рокия Пуэнте Рина. Ну и комментирует для вас этот матч все еще Павел Кириллович. Да, конечно, надеемся на интересный футбол во втором тайме, надеемся на забитые мячи, но не в наши ворота. Мне кажется, что их и так слишком много. Увалин тем временем идет вперед, она не забивала, однако, конечно, 21 номер активничает уже на этом турнире. Есть у нее забитые мячи, из сборной Беларуси она забивала, я уже вспоминал игру 24 октября. Конак с этим ударом справляется, он был несложным.
Ну и, конечно, да, вот несмотря на, кажется, такую очень надежную расстановку, несмотря на 3 центральные защитницы в начале матча, несмотря на насыщенную опорную зону, все равно, как писали в комментариях, есть у нас разрывы в линиях. Не получается сдерживать здесь Матейнич, который здорово ищет пространство, да, вот, хотя в тех зонах, в которых его не должно быть. Видел я, что Имховик критиковали, но мне кажется, очень многие проблемы третьего номера не от того, что не получается у нее, да, вот Стокич сдерживать. Очень много проблем от того, что дают делать такие передачи на 7-го номера. Ну и, само собой, у крайней нападающей сборной Сербии будет хорошая скорость, да, чем она и пользуется. Однако это не мешает ей и с угловых отличаться. Тем временем подача с фланга, из глубины. Мяч какое-то время находится в воздухе. Ну и снова это Матейнич. Ошибается она здесь с передачей. Пас вперед делает Пашковская. Пас оказывается безадресным. Ну и с мячом сейчас Гакович. Играет она на голкипера. Алексич выбивает вперед. Но мы видим, что у Сербии также произошли замены. Появилась Моня Йошич. Расположилась она вот в данный момент, по крайней мере, на фланге. Я думаю, все-таки здесь Лидия Стайканович может уже себе позволить большое количество замен провести. Мы видим, что Бабич появилась и сейчас играет в центре нападения. Ну и в целом сейчас расстановка сборной Сербии напоминает не 4-3-3, а скорее 4-4-2. Но здесь, наверное, рано делать такие выводы. По ходу матча еще разберемся. Однозначно наша сборная на четверку перешла. При этом похоже, что с таким же практически сочетанием, кроме одной вынужденной замены, я уже об этом говорил. Вот такая вот передача, которая неожиданно для всех проходит, но как же здорово играет Стокич. Сегодня везде успевает. Пытается Сербия выйти здесь из-под прессинга. В центре поля действует уже Увален. Ну и мяч оказывается у центральных защитниц. В первом тайме это была как раз-таки Матиевич и Стоич. Ну вот сейчас похоже, что они продолжают этот матч, хотя опять-таки, возможно, были перестановки. Ну и вот Йошич, которая свежая, сейчас будет активно наверняка напрягать Ладу Пашковскую. У нас раздаются аплодисменты. Снова серия замен. Как раз-таки Стокич поменяли. Появилась Аня Медич. Также она представляет Слогу. Ну, мяч тем временем под контролем белорусов. Нельзя сказать, что Сербия высоко прессингует. Это не так. Во-первых, им было и тяжело это делать, да, вот давить на 5 защитниц Беларуси. Все-таки было у них численное преимущество. Но вот сейчас, когда на одну защитницу стало меньше, ситуация кардинально не поменялась. Синявская отскакивает здесь из нападения, попыталась атаку развить. Ну и вот как раз-таки Медич с мячом в опорной зоне. Она, судя по всему, будет располагаться. Стоич играет на голкипера. Ну и здесь Сербия спокойно достаточно этот мяч распасовывает. Ну и этому спокойствию способствует также и счет, который, напоминаю, является 6-0. Ну и снова вот находят сербки пространство в опорной зоне. Сейчас это, правда, делает уже не Матейнич, а как раз-таки Бабич. Бабич выступает за команду Волос. Ну и вот, несмотря на то, что, да, у Сербии поменял состав, паттерны, вот эти эпизоды у них проходят раз за разом все равно. Через Чингелич пытаются начать атаку.
Вален, которая в роли такой свободной художницы, да, вот она то на одном фланге, то на втором появляется. Тем временем пас вперед на Бабич. Бабич с мячом. Бабич прорывается, пытается прострелить, и Конок играет на выход. Мяч забирает в руки. Играет в опорную зону Тихомирова. Ну и Тихомирова не стала обострять, сыграла на защитниц. Получается у нас мяч держать, да, вот, но до середины поля. Потом включается прессинг у сборной Сербии. Ну и, наверное, еще из неприятного, конечно, этот матч богат на столкновения, на повреждения. Появлялись судейские, точнее, врачебные бригады на поле и у одной, и у другой команды. Ну и вот вынужденная, как я уже говорил, была замена Елизавете Искаревой. Желаем здоровья. Ее там буквально уносили с поля на руках. Ну и вот как раз-таки, да, Бабич появилась вместо Матейнич. Матейнич забила 4 мяча, и даже голевая передача у нее есть. Ну и вот решили ее поберечь. Все-таки матч со сборной Бельгии. Сербия, как я уже говорил, может легко претендовать на первое место. Есть у них все шансы для этого. Ну, я думаю, этот матч, конечно, придаст им очень много уверенности. Ну и вот Йошич, как я уже говорил, она появилась вместо как раз-таки Александра Ильич, которая играла под 10-м номером. Она, кстати, сделала голевую передачу на первый гол. Подключалась в атаку. Ну и вот отправилась отдыхать. И она, кстати, и Матейнич, и Ильич, напоминаю, что представляют Цервену Звезду. Ну и сейчас вот такой своей связкой отправились на заслуженный отдых. Гакович. Мяч у нее. Хочется, конечно, и о наших футболистках побольше поговорить, но пока не особо дают они, к сожалению, повод, особенно позитивный. Появилась у нас и Самойлова. Вот сейчас она располагается как раз-таки рядом с Чингелич в центре поля. Мяч тем временем на фланге в очередной раз вылетает в аут. Команды сыграли 10 минут, но вот пока и одна, и другая события не форсируют. Сербии, я думаю, уже ничего не нужно в этом матче, но наша сборная пытается нащупать свою игру, пытается прийти в себя. Безусловно, если матч с таким счетом и закончится, это будет болезненное поражение. Здесь сложно будет, да, вот это настроение, которое, безусловно, было хорошим, да, судя по тем роликам, которые из сборной появлялись, да, вот прекрасное было действительно настроение, но и матч с Бельгией, ну и вот, возможно, эта игра как раз-таки продолжение вот психологической именно того матча. Пытается Сербия провести свою атаку. Но она для нас, наверное, уже в розыгрыше. В данном розыгрыше, да, вот как раз-таки этого второго раунда на отбор в чемпионат Европы. Здесь только первая команда выходит дальше. Но здесь есть мини-задача. Нужно обыгрывать Словакию, чтобы как раз-таки вот этот дивизион А не покинуть. Мяч тем временем у защитниц.
Передача в центр. И снова центр деф Сербии играет здорово на опережении. Увален с мячом. Еще одна представительница Спартака Субботица. Классная техника у 21 номера. Заброс вперед. Ну, здорово. Здесь играет в защите наша футболистка. Передача вперед на Синявскую. Синявская теперь на фланге нападение играет. Да, вот хотя начинала в центре. Появилась и Яцинович, да, вот 21 номер. Сейчас как раз-таки могла в игру вступить. Хорошая подача и нет удара по воротам. Здесь Шарич этот мяч смахнула, так достаточно эмоционально отпраздновала. То есть мы видим, что сборная Сербии не выключается. Яна Сташкова появилась тем временем. Ну вот как раз-таки в ее зону эта передача и шла. Ну, на самом деле, если смотреть сегодняшний игровой день, то 6-0 это даже не самый крупный счет. Вот Испания сегодня Грецию разгромила со счетом 7-0. Но, конечно, этот счет близок, да, вот к такому. Долго очень готовятся к этому угловому, и действительно их было мизер. Нужно стараться из этих стандартов максимум выжимать. А здесь Алексич играет на выходе. Кулаком она все-таки дотянулась. Подбор за нашими. Имховик делает заброс вперед. Вынос. Бабич. Жестковато этот мяч обработала. Такая крупная нападающая. Конечно, впечатление может быть обманчивым, и стиль игры совершенно другим, но вот в данном случае, я думаю, ей удобно очень спиной к воротам играть и вот эти мячи разбрасывать по флангу. Здесь здорово прессинги. Наши футболистки сыграли, удар по воротам издали, но здесь Алексич без проблем его руки забирает и даже падает на него. Это как раз-таки Яцинович. И снова в прессинг здорово включается наша команда, да, но и в итоге мяч отбирают. Очень жаль, что, конечно, с первых минут не увидели мы такого футбола. Мы видим, что сборная Сербии тушуется, когда их начинают активно давить. Да, сейчас уже на поле не основа, но тем не менее. Пашковская делает передачу в центр. К этому пасу как раз-таки Яцинович оказалась не готова. Тихомирова. Ну вот то, что Яцинович поворотом пробила, да, вот сама сместилась, сама себя на ударную позицию вывела, это хорошо. Вот мне очень казалось, что не хватает именно такой инициативы, не хватает смелости в действиях нашим футболисткам. Имховик с мячом тем временем. Будет подача. Сербки выиграли воздух, однако подбор все равно за нашим. Еще один удар, по-моему, это Черленок. Скидка. Еще одно падение, и это Увалин. Пробрасывает она мяч, но здесь Синявская ставит корпус. Передача пяткой на Пашковскую. Завелась наша сборная. Передача в центр. Можно попробовать поворотом пробить, но нет, накрывает здесь как раз-таки Яцинович. Пошла передача на фланг. Оказалось, он неточный, но тем не менее вот за этим уже наблюдать намного более приятно. Ну и снова повреждения. В данном случае сводят ноги. Ну, я вижу, что, да, тяжело эта игра дается не только нашим футболисткам. Здесь в чате
Очень много обсуждений, очень много споров, да, уже буквально друг с другом. Ну и, конечно, многие разочарованы результатом. Да, легкого матча не стоило ожидать. Было поражение, да, вот без забитых мячей. Ну и тем более обидно вспоминать эпизоды в первом тайме, глядя на второй тайм, когда получается вот действительно соперниц поджимать, когда видим, что могут наши защитницы играть на опережение, могут здорово себя показывать один в один. Ну и вот такой заброс делает Тихомирова. Не от хорошей жизни, да, вот приняла она этот мяч, сразу же на нее выдвинулась соперница, там не было времени целиться. Ну и тем временем мяч покидает пределы поля. Интересно, что Калиновская, которая, да, изначально, по крайней мере, на сайте УЕФА числилась как нападающая, сейчас играет в защите. Еще один угловой, еще один шанс. Мы напомним, что в прошлый раз Эмма Алексич еле до этого мяча дотянулась, да, смахнула его кулаком. Конечно, не ошиблась голкипер сборной Сербии, но, тем не менее, непростой был для нее эпизод. Тем временем есть скидка, удар по воротам, он блокируется. Вынос, еще можно бить, и снова блок. Пашковская будет поворотом пробивать удар, и сейв здесь от Алексич, и будет еще один угловой. Ну и вот, наверное, самый пока опасный эпизод. Сразу несколько ударов, наверное, 4 подряд. Все эти удары сербки не смогли закрыть. Ну и Пашковская с подбора пробила весьма неплохо. Алексич из самого угла этот мяч вытащил. Тем временем готовится угловой в очередной раз. Очень жаль, что не получалось в первом тайме их много зарабатывать. Да, вот мы видим, что стандарты поставлены у нашей сборной. Есть кому здесь головой пробить. Интересно очень расстановка. Посмотреть, сборная Сербии большим числом в своей вратарской находится. Ну и, в принципе, наши футболистки там же. Возможно, они их и загнали, соперниц. Да, все-таки здесь персональная, похоже, опека. Пашковская на подборе. По длинному хвосту ее можно даже узнать, не глядя даже на номер. Есть подача во вратарскую. И снова Алексич играет кулаком. Еще один удар. Алексич успевает подняться, зафиксировать этот мяч, опуститься на газон. Ну и сейчас, естественно, спешить она не будет. Хотя рукой показывает, что нужно подниматься. Похоже, голкипер будет выносить. Вынос от Эммы. Здесь нужно действовать осторожнее. Удар по воротам. Конок мяч забирает в руки. Это была Бабич. Само собой, Пашковская уступает в габаритах 19-му номеру. Фланговая защитница. Не может быть у нее игра головой с сильным качеством. Пашковская начинает атаку своей команды. Синявская. Синявская играет в отборе. Мяч все равно у сербок. Ну и вот как раз-таки, играя спиной к воротам, Бабич делает пас на фланг. Увален выглядит, кстати, уставший. Не стала сейчас идти в обводку. Там мяч попадает в руку, однако только сейчас раздается свисток. Михалина Дьяков сегодня не часто в игру вмешивается. Хотя, вот как я уже говорил, и пенальти она сегодня ставила. Там Елизавета Конок соперницу зацепила. Елизавета не спорила. У нас тем временем у сборной Сербии еще одна замена. Ну и снова с такого расстояния сложно определить, кто же это появился. Милица Малкович. 14 номер, по крайней мере, мне так показалось.
Но это не все еще замены есть. Ох, какая ошибка! И здесь везет. Везет, что соперницы тоже не ожидали, что этот мяч пролетит. Или, возможно, даже был офсайд зафиксирован. Не видно, к сожалению, линейного с этой позиции. Но в любом случае Беларусь отбивается и начинает еще одну свою атаку. Сербки отдали инициативу. Получили несколько опасных моментов у своих ворот, но по-прежнему не пропустили. Мяч у Сербии. Увален. Играет она на фланг. Гакович. Не часто она в первом тайме подключалась. Играет вперед. Ну и вот как раз-таки Малкович, которая появилась на замену. Зарабатывает угловой для своей команды. Увален отправляется этот стандарт исполнять. Вот в Сербии хорошая погода. В отличие от наших широт, да, вот не так мы и не смогли насладиться теплом. Подача на линию штрафной. Наша сборная отбивается. Заброс вперед. Ну и здесь, конечно, тяжело будет двум нашим футболисткам справиться с 5 соперницами. Заброс вперед на Бабич. Бабич ставит корпус. Делает передачу назад. Ну и там ошибка. Ну и вот так тяжело первый тайм складывался, да, что вот казалось, очень долгое время идет, а вот во втором тайме буквально летит. У нас 20 минут остается играть. Отдаем должное нашей сборной. Не сдаются они, пытаются забить мяч. Да, вот хотя бы один. Были, наверное, даже к этому близки. Тихомирова делает пас вперед. Перехват от Увалина. Мяч в центре. Это Синявская. Ну, точнее как, на полуфланге она находилась, но вот однозначно в центр собиралась смещаться. Увалин пробрасывает здесь как раз-таки Синявскую. Синявская неплохо смотрится на фланге. Подключается Калиновская в атаку. Она сегодня 2 позиции успела сменить. К тому же абсолютно противоположная. Вот такую делает передачу Сташкова, которая представляет Лодь. Хорошая по задумке, но вот по исполнению не получается. Ну и Алексич делает передачу на Владимира Шиндикова. Мяч у Беларуси. Пашковская. Заброс вперед. Ну, Алексич хороша на выходе. Сегодня не давала повода в себе усомниться. И этот мяч без проблем забирает в руки. Перепасовывается защитница Сербии. Наша сборная выдвигается в прессинг. Ну и вот сейчас пытаются Увалин заставить ошибиться. Пашковская против нее плотно играет. Пас вперед. Йошич играет в опорную зону. И вот такая вот диагональ на Увалин, которая сейчас уже на левом фланге. Медич. Играет назад, ну и вот едва не получилось подкараулить здесь ошибку. Нет, все-таки получилось. Хорошая атака у сборной Беларуси. Есть здесь численное даже преимущество, но вот, конечно, очень долго к воротам прорывается наша футболистка. Бьет рикошет и будет угловой. Или же нет? Нет, выдаю я желаемое за действительное. Это была Сташкова. Решила, что сама будет этот эпизод завершать. Да, там была поддержка
вторым темпом набегала из глубины еще одна футболистка. Но вот все-таки Сташкова взяла паузу, раскачала защитницу, пробила, но пробила не точно. Метила в ближний угол, но вот рядом со штангой, судя по всему, и пролетел. Заброс вперед. Перестали у Сербии эти забросы получаться. Ну и во многом, наверное, из-за того, что Сара Стокич покинула поле. Да, вот поменяли ее достаточно рано. В атаке наша сборная. Передача вперед. Ну и здесь сложно, конечно, было этот мяч обработать. Или попробовать пробить в касание. Пашковская доигрывает до конца, перехватывает этот мяч. Атакуют наши футболистки. И здесь под Катя здорово действует Милица Стоич. Семьдесят 4-я минута. Во втором тайме нет забитых мячей. В первом тайме на 15-й минуте отличилась Матейнич. Да, вот открыла она счет уже на 27-й забила пенальти. Затем отличилась на 32-й Стокич. На 36-й Стокич сделала дубль. Ну и Матейнич на 42-й и 47-й забила для себя, соответственно, 3-й и 4-й. Ну и 5-й и 6-й для своей сборной. Мяч в центре. Теперь снова на фланге. Имховик играет вперед. С этого расстояния, конечно, невозможно рассмотреть, кто это наверняка. Но вот мы знаем то, что Имховик сегодня ответственно за правый фланг, который так страдал в первом тайме. Алексич. Гакович. Ну и Калиновская хорошо сыграла на опережение, сделала пас вперед. В атаке наша сборная. Есть подача. И где же там мяч? А мяч пределы поля покидает. Не получился навес. Тем не менее, все-таки приятно видеть, да, когда хоть какие-то атаки, но есть. Ну и похоже, что перерыв. Да, вот для того, чтобы попить воды, для того, чтобы отдохнуть. Ну и как раз-таки это возможность для Стариканович и Шиндикова поговорить со своими. Да, вот вспоминая интервью после матча с Бельгией, к которому я сегодня много, на самом деле, возвращался. Ну вот Владимир тогда выглядел расстроенным, да, вот так говорил, что в первую очередь сами себе проиграли. Но вот даже не знаю, что он после этого матча скажет. Все пошло не по плану также. Не стал он менять расстановку, сделал 3 перестановки, да, вот как раз-таки Тихомирова, Горшкова и Конак. Ну и нельзя сказать, что Конак, Горшкова или Тихомирова ухудшили ситуацию, да, вот, что они неудачные матчи провели. Особенно не хочется критиковать Елизавету. Да, она заработала пенальти для своей команды, но там был выход 1 на 1. Не стала Елизавета штрафную покидать, но и в итоге нарушила правила. Ну а Матейнич этот пенальти, который сама, в принципе, и заработала, очень хладнокровно реализовала. Ну и в очередной раз заглядываю я в чат этой трансляции. Он, как всегда, активен на матчах сборной. Ну и, наверное, приятно видеть, что очень многие сборную поддерживают. Да, конечно, молодые футболистки очень подвержены каким-либо психологическим моментам, да, вот. Возможно, если бы с Бельгией по-другому матч сложился, то и эта игра проходила бы в более уверенном таком ключе. Но остается только предполагать. И, конечно,
основное испытание, да, и ключевой матч придется на игру со Словакией. Этот матч состоится, кстати, 9 числа. 14:00, да, вот если я не ошибаюсь. Малкович едва не ошибается здесь в передаче. Ну и мы видим, что Сербия, как только начинает пахнуть жареным, не стесняется этот мяч выбивать. Ну, не так часто они на самом деле ошибаются, да, чтобы у нас была возможность наказать их за это. Ну и здорово здесь Медич сыграла, попыталась пробить поворотом. Ее проход здесь заблокировали, удар еле-еле до конок дотянулся, докатился. Имховик. Ну и вот так она Сербии этот мяч возвращает. Алексич. Стоич. Играет на Гакович. У Гакович немного здесь вариантов, и она ошибается. И можно поворотом бить. И какой сейф от Алексич в красивом прыжке. Из-под перекладины этот мяч голкипер отражает. Ну, вот, красивая у нас, конечно, форма. Мятная с белыми номерами. Но вот с такого расстояния очень сложно рассмотреть, кто же это пробивал. Есть подозрение, что это Яцинович. Да, вот она уже в таком стиле била. Ну и также это может быть Анна Синявская. Да, вот. Фирменное смещение, удар. Очень хороший эпизод, но Эмма Алексич сегодня, судя по всему, настроена на сухую игру. 2 мяча она пропустила со Словакии. 2-2 сыграла команда. Да, вот все-таки Сербия 1 балл только набрали. Ну и вот после поражения от Бельгии казалось, что это хороший для нас расклад. Но только казалось. Сейчас, наоборот, это все очень сильно усложняет. Но в любом случае, даже если бы Сербия Словакию победила, то все равно бы все решалось для нашей сборной, имею в виду матч как раз-таки именно против Словакии. Калиновская играет на Пашковскую. Пашковская идет в центр. Пытается она здесь раскачать Малкович. Пас вперед. И вот снова 14 номер. В этот раз Пашковская, да, в роли защитницы здесь. Тогда она атаковала, но сейчас профильной работой занимается. Занимается успешно. Майстрович не пускают через центр. Магер сыграл назад. Передача на фланг. Имховик играет обратно. Не нашла варианта для продвижения. Калиновская. Ну и Ренат, наверное, сейчас на Ладу сыграет. Так и есть. Лада не стесняется играть вперед. И снова мяч у наших защитниц. И снова они между собой перепасовываются. Ищут, само собой, свободные варианты. Но Сербия здорово и фланги накрывает, и в центре не дает пространства. Еще одна подача тем временем. Ну и Сербия отбивается, выносит сюда к боковому. Пашковская. Не бросает аут. Там еще одна замена у Сербии тем временем. Но, к сожалению, невозможно рассмотреть. Милославлевич, например, не появлялась. Милованович также. Ну, похоже, уходит с поля Шарич. Она очень здорово себя в первом тайме показала. Смело шла в атаку. Да, вот у нас как раз получилась борьба на одном фланге. Наша сборная правым флангом атаковала, Сербия левым. Ну и в итоге сербки больше, конечно, из этого пользы
получили. Вот такая диагональ. Гакович мяч смахивает. Пашковская. Придется повторить. Пашковская. Да, мы видим, что капитанская повязка теперь у Магер. Сербия уже бежала в контратаку, но нет, здесь фиксируется нарушение правил. Михалина Дьяков снова в центре внимания. Стандарт, хороший шанс. 84-я минута у нас тем временем. Не постеснялась здесь судейская бригада добавить к первому тайму 2 минуты, да, вот, наверное, даже больше команды сыграли. Ну и вот я думаю, что и во втором тайме будет что-то добавлено. Хотя, с другой стороны, забитых мячей у нас не было, только большое количество замен. Удар по воротам! И мяч опускается. Казалось, в девятку, но нет. На сетку ворот. Пробивала Самойлова. Ну и пробивала весьма неплохо. Да, конечно, в такой ситуации, да, вот когда 6-0 выступаете, наверное, уже прошел этот мандраж, уже самое плохое случилось. Ну и, конечно, во втором тайме за нашей сборной намного-намного более приятно наблюдать. Не знаю, что так повлияло. Не думаю, что смена схемы. Тактические моменты, конечно, не будем здесь мы преуменьшать, но, тем не менее, изначально казалось, что больше психологически. Вот особенно первый мяч нашу команду надломил. Конак. Обратную делает передачу. Снова Елизавета с мячом. Появилась она вот сегодня в основе, но вот лишь для того, чтобы, да, 6 мячей пропустить. Конечно, не самый лучший матч, да, вот для того, чтобы, например, Алису Мацкевич оставить своих дублеров. Мяч у Сербии. Выдвигается Синявская в прессинг, ну и заставляет Гакович ошибиться. Ну вот такие моменты, да, ты понимаешь, что все-таки там тоже люди в этой сборной. И вот очень жалко, что не проверяли их в первом тайме. Увален. Обосновалась она в центре поля. Еще один перехват. Быстрой атаки не получится, однако все равно большое количество сербок отрезано сейчас от мяча. Сташкова попыталась сместиться на фланг, ее все-таки накрыли. Ну и неужели Сербия убежит в контратаку? Открывался там Малкович, но вот не сделал на нее сразу перевод. Ну и в итоге такой тактический фол, или все-таки даже аут будет. Да, штрафной. Его Сербия не разыгрывает, вернее, разыгрывает коротко. Не стали навешивать штрафную. Гакович. Магер. Не удержался на ногах. Опережают здесь Малкович. Неточная передача. Сразу же пас вперед. Ну и вот это Синявская. Синявская падает здесь. Гакович правила нарушал. Калиновская. Снова она.
Считанные минуты остается играть в этом матче. Все еще надеемся на гол престижа. Пашковская. Ну, на самом деле были близки. Но вот Алексич, конечно, вдобавок ко всему еще и такой сейв делает, да. Калиновская. Пашковская сейчас в центре поля действует. Ну, здесь не нужно ошибаться, да, вот не нужен нам 7-й мяч. Яцинович играет в стеночку. С Пашковской здорово они здесь комбинируют. Яцинович играет назад. Боятся обострять наши футболисты, боятся потерь мяча. Да, вот сегодня далеко не всегда хорошо работает контрпрессинг. Ну и вот сейчас может очень опасная контратака получиться. Здесь из глубины подключается футболистка сборной Сербии. Не вижу сейчас номер. Пробивает она и забивает 7-й мяч. Теперь мы даже не сможем сказать о том, что это не самая результативная игра. Отличается у нас 6-й номер. Милица Стоич. Центральная защитница. Сейчас в стиле, я не знаю, Франца Бекенбауэра в атаку убежала после этого перехвата. Пробила низом под опорную ногу Конок. Елизавета не смогла свою команду выручить. Ну и вот так вот 7-0. Ждали мы забитого мяча от сборной Беларуси. В этом тайме казалось, что перевернули они немного ситуацию, да, по крайней мере, понятное дело, что уже не отыгрались бы, но тем не менее смотрелись намного более уверенно. Но вот случилась ошибка, и сборная Сербии очень хладнокровно за эту ошибку наказала. Ну, даже у центральной защитницы есть забитый мяч, даже не с углового или со стандарта. 90-я минута тем временем. И будет удар издали. Удар не получается. Пролетает выше ворот. И все, финальный свисток. Наши футболистки некоторые падают на газон, некоторые просто вот так уходят с поля. Ну и да, действительно, 7-0. Болезненное поражение. Остается надеяться на матч со сборной Словакии, да, вот чтобы не вылететь как раз-таки из этого дивизиона. Ну и напоминаю, что у нас Матейнич оформила 4 мяча в первом тайме, у Стоич 2 мяча в первом тайме. Ну и вот 7-й мяч забила уже Милица Стоич. Да, вот Стокич дубль, у Стоич 1 забитый мяч. И 7-0. Вот такая игра. Для вас работал Павел Курилович. Не расстраивайтесь. Будет еще и на нашей улице праздник. Спасибо, что вместе со мной смотрели эту игру. И до новых встреч.